Сегодня всех нас также мучают извечные вопросы. Что делать и кто виноват? Ответ на вопрос, кто виноват, я знаю. Виноват каждый из нас, в разной степени, конечно. Но толку посыпать голову пеплом мало. Главный вопрос, что делать? Выскажу свою точку зрения. Прежде всего, я считаю необходимым произвести, если хотите, инвентаризацию всего татарского мира. Я уверен, что надо заниматься образованием, школами, учебными центрами, медресе, построенными при мечетях. Главное в этом вопросе – нельзя уповать только на поддержку республики. Люди, обладающие возможностями, татарские предприниматели, бизнесмены должны взять под свою опеку школы, классы, группы, где изучается татарский язык. Надо помогать педагогам в школах и садиках, платить им надбавку, разработать в каждом регионе соответствующие программы, планировать подготовку специалистов, оплачивать учебу студентам, продолжить совершенствование электронной школы изучения татарского языка, решить проблемы с учебниками и так далее, и так далее. Я уже давно говорил в своих программах, обращаясь к богатым татарам. Хватит строить только мечети. Вы там скоро не услышите татарской речи. Давайте строить и школы, и детские сады, где будет звучать татарская речь. Для себя, для своих детей надо строить и создавать. Закон позволяет. Но посмотрите, в любом крупном городе, в том числе и в Казани, есть еврейская школа. И попробуйте туда попасть. Родители всех национальностей хотят туда отдать своих детей. Этим школам всегда помогают местные еврейские общины. И они всегда входят в число лучших учебных заведений региона. Но почему мы, татары, не можем заняться вопросами образования как евреи? Они это делают по всему миру. Почему нам, татарам, не хватает энергии и воли? Неужели у нас не осталось, как писал Тукай, национальной гордости даже размером с мышь? Да нет, не верю. Среди татар ведь тоже много очень предприимчивых и талантливых людей. Конечно, в Министерстве образования нужен целый департамент по вопросам образования за пределами Татарстана. Он должен оказывать методическую и юридическую помощь всем желающим по открытию татарских детских садов, классов, групп и даже частных школ в регионах России. По работе татарских медресе. Конгресс татар, безусловно, должен сделать акцент на проблемах образования. Иметь возможность распределять гранты лучшим учителям, учебным заведениям, оплачивать обучение специалистов, чтобы в конечном счете переломить статистику уменьшения татароговорящих в России. Мы должны поставить перед собой конкретные количественные показатели в образовании и по срокам, и по количеству школ, детских садов, классов, групп, учителей, учеников, шакирдов медресе и добиваться их исполнения. Регулярно вести собственную социологию и статистику в местах наибольшего проживания татар в регионах. И в конце концов упереться на определенных показателях и пойти вперед. И когда-нибудь после титанической работы обеспечить увеличение количества татар и количества людей, знающих татарский язык. Без этой конкретики, без конкретных планов, без честных цифр мы обречены на провал, на вымирание, на растворение в котле народов. Эльзира Юзаева продолжит тему. Года назад в небольшом поселке Красная Поляна, что находится в Кировской области, был организован этот народный ансамбль с таким многообещающим названием «Мечта». Теперь это оазис родного языка в поселке, давняя мечта татар, исконно проживающих на этой земле. Нет у нас ни кружков татарского языка, ни факультативных занятий, ни уроков в школе. Наши здешние татары только между собой разговаривают. Мы стараемся им собрать простой материал, чтобы им было проще понимать. Красная Поляна – небольшой поселок, окруженный реками, горами и густыми лесами. Удивительное место по своей природной красоте. До соседнего Татарстана практически рукой подать. Всего в 30 километрах находится Кукмарский район. Поэтому краснополянцы практически не ощущают никаких географических границ. Многие в Татарстане работают, учатся, имеют какие-то совместные бизнес-интересы. В поселке проживает более 2000 татар. Это практически треть всех жителей. Есть 2 большие школы, есть детские сады, но ни в одном из них нет ни воспитания, ни обучения на родном татарском языке. Это зависит, я считаю, даже от самих родителей. Если они хотят, чтобы их чадо, как говорится,
получила азы, да, свой родной язык. Но у нас родной язык, вообще национальный язык русский в целом. И ни приоритеты не ставлю, что вот русский и русский. Если будет уроки татарского языка в школах, то, в принципе, хуже от этого, я считаю, не будет. Дети должны знать свой родной язык. Какие могут быть ограничения, если самый главный документ в стране гарантирует всем гражданам право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества? А это уже 273-й федеральный закон об образовании, где также черным по белому, даже после внесения весьма существенных поправок в его 14-ю статью, отношение к родным языкам было четко и строго сформулировано как законное право народов, проживающих в России. О чем там она говорит? Она дает такое право гражданам Российской Федерации выбор языка. Соответственно, они могут обращаться как за получением дошкольного, начального, основного образования, так и изучения татарского языка, в том числе и в других регионах Российской Федерации. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Как говорится, читайте между строк. В федеральном законе об образовании есть два небольших замечания, без которых его реализацию можно смело поставить под сомнение. Выбор языка осуществляется самими родителями и в пределах возможности образовательной организации. Говоря человеческим языком, если вы хотите изучать свой родной язык, вы должны об этом сказать, а точнее заявить, и желательно письменно, и, во-вторых, узнать, есть ли у школы такие возможности, учебники и педагогические кадры для осуществления всех ваших пожеланий. Эти два алгоритма не так уж и сложны, и они отработаны во многих регионах, где компактно проживает народ. Родители пишут заявление в школу, чтобы их ребенок изучал свой родной язык. Школа в заявительном порядке обращается в районный отдел образования, специалисты которого направляют соответствующий запрос уже в Министерство образования региона. Если у Министерства образования того или иного региона появляются вопросы в части комплектации учебных пособий или подготовки педагогических кадров, оно может смело обратиться в Министерство образования и науки уже Республики Татарстан. И от нас еще никто не уходил без удовлетворительного ответа. Когда налаживается сотрудничество, это уже далеко идущие планы. Это возможность укрепить материально-техническую базу той школы, где обучаются наши соотечественники. И такая есть, так ведь предоставляется, да? Да, То есть, да. Что бывает? Это не только учебники, да? Это материально-техническая база, она ведь широкий спектр себя вбирает. Это могут оргтехника, это интерактивные доски, это программные какие-то продукты. То есть все возможности, которые есть для укрепления материально-технической базы, оно максимально мы можем оказать содействие нашим соотечественникам, которые проживают компактно в регионах Российской Федерации. Надо отдать должное. Татарстан проделал колоссальную работу по внесению учебников по изучению татарского языка в федеральный перечень учебников. То есть школы в любом регионе России их могут приобретать самостоятельно или делать заказ в своем министерстве, как это происходит с учебниками по любым другим предметам – математике, физике, химии и так далее. Татарстан и сам активно подключается к этой работе, предоставляя школам учебные материалы и художественную литературу. Ежегодно свыше 17 тысяч учебников по изучению татарского языка направляются в регионы безвозмездно. К нам приходит очень много заявок. Школы просят учебники для факультативных занятий, для кружков. Но мы в первую очередь стараемся удовлетворить потребность тех организаций, где татарский язык изучается в качестве обязательного предмета. Если ситуация с учебниками более или менее понятна, то вот подготовка педагогических кадров – это давний и больной вопрос. Сегодня только в двух регионах России, в Татарстане и Башкортостане, готовят учителей татарского языка и литературы. За последние 20 лет были закрыты все национальные кафедры в высших учебных заведениях в местах компактного проживания татар в Ижевске, в Москве, в Тобольске, в Тюмени, в Ульяновске и в Оренбурге. К нам в министерство приходят заявки из регионов, и мы по этим заявкам проводим работу по повышению квалификации учителей и подготовке педагогических кадров. Сегодня в регионах нужно готовить билингвальных специалистов, которые могли бы преподавать и английский язык, и татарский язык, и русский язык, если есть на то необходимость. Сегодня это наша главная задача. Если мы останемся без учителей, мы перестанем существовать как народ. Но не в каждом регионе народы могут воспользоваться своим законным правом. То ли по незнанию, то ли по равнодушию или боязни их отстаивать.
Языковая ассимиляция народа идет катастрофическими темпами. Свыше 1 миллиона человек в эту перепись указали о своем незнании родного языка. Если учитывать, что нас все-таки в этот раз не досчитали, то на 3,5 миллиона татар, проживающих в России, приходится всего лишь чуть больше 1000 школ, где ведется преподавание родного языка. Наши дети изучают английский, разные языки, разные предметы, но не видят необходимости изучать свой родной татарский язык. У татар есть хорошая поговорка на этот счет. «Еламаган балага имщак бирмиле». Дитя, если не плачет, мать не разумеет. Тот, кто хочет, возможности всегда найдет. Взять хотя бы соседнюю Чувашскую республику. В каждой местности компактного проживания татар работают детские сады с воспитанием на родном языке и школы с изучением и даже преподаванием на родном языке. Татарский язык – это же наш родной язык, это наша основа. Ну как наши дети не будут его знать? Им не нужны доказательства, им не нужно обосновывать свою правоту, им не нужно делать выбор. Этот выбор они сделали при рождении. Ильзира Юзаева и Андрей Кузьмин. 7 дней.